Продолжаем отвечать на вопросы, и такой вопрос прозвучал: можно ли загипнотизировать против воли? Ответ: нет, нельзя загипнотизировать против воли человека. Почему? Потому что если человек решит не поддаваться этому влиянию, он может не поддаваться этому влиянию. Опять же, это связано с чем? Это связано с первым известным фактором внушаемости. Если вы понимаете, что вы ставите, скажем так, некий барьер, понимаете, что вы не хотите поддаваться на это влияние, тогда вы можете его избежать. Яркий пример, например, такой из недавнего, это новогоднее обращение президента. Да, его можно, собственно, как раз трактовать как внушение наяву. То есть, когда вот происходит жизнь, вас никто никуда не погружает, но есть повышенное внимание к чему? К Новому году. Вы находитесь всей семьей там, за столом или с друзьями. Идет там куранты, там звучит музыка, обращение президента, и он говорит вам, например, что именно сегодня вы особенно чувствуете эту близкую связь с нашей семьей, с нашими родственниками. И когда ты изучаешь феномен гипноза, феномен влияния, начинаешь задаваться вопросом в этой же минуточку: почему я должен сейчас это чувствовать? И в этот момент вы уходите из этого внушения. Но этим, например, пользуются цыгане, да, которые подходят и говорят: о, я смотрю, что ты парень-то хороший, но недоброжелательный-то у тебя, да, точно там зубы, девушка тебя предаст, или порчу вижу, и все. Вам интересно, у вас включается момент доверия, и дальше они этим пользуются. Но вы-то думаете, что они этим пользуются в тех целях, в которых они это позиционировали, а на самом деле они это делают для себя. Ну, например, она говорит, что сейчас снимет порчу, да, только ей нужны ваши там деньги. И, в принципе, это внушение позитивное. То есть цыгане в этом плане молодцы. Вы даете им деньги, но потом уходите в более радостное ощущение, что да, все-таки порча-то у меня там прошла, теперь у меня силы будет больше, уверенности больше. То есть, ну, есть такие достаточно интересные там примеры. Вот. Но, соответственно, она понимает, что ее задача изъять от вас деньги и сделать это максимально красиво.